Ну а весна почти что в сроке. Короче юбки, в глазах блеск. И можно все свои заскоки списать на гормональный всплеск. Всем привет, с вами Айкоша. И сегодня мы решили узнать у кыргызских мужчин, насколько должна быть короткая юбка у наших девушек. Поехали! Вот если девушка надела мини-юбку и получает свой адрес вот такие нежеланные комплименты, ей кто-то свистит вслед, кричит, то кто в этом случае виноват, мужчина или женщина? У каждого есть свой выбор, я думаю. Мужчина виноват в этом. А женщины, кто хочет, так и одевается, это я так думаю. На мужчинах, потому что они ведут себя как животные Да. просто. Это ненормально, и встану на сторону девушки. Потому что девушка это сама выбирает, что одеть, а Да. мужчины ведут себя неподобляюще. Да, не как люди, а просто следуют инстинктам, которых у людей нет в принципе. Мне кажется, это проблема каждого человека, и девушки, и того, кто осуждает. В принципе, это выбор самой девушки, с одной стороны, но с другой стороны, это непонимание людей относительно того, что вот человек может вот так вот самовыражаться, не знаю. Девушка в этом это виновата, потому что она же одела все-таки. Вот поэтому ей свистят, получается, она виновата. Мы же тоже должны. Ну, не знаю. Мужчины, я думаю, с детства надо воспитывать, говоря девушкам то, что нельзя одевать, а наоборот, надо мужчинам говорить то, что нельзя смотреть таким девушкам и плохо относиться, и в голове держать какие-то плохие мысли о таких девушках. Мужчина. Мужчина несет ответственность. Это, короче говоря, зависит от человека. Если человек считает это неправильным, то это мнение у всех разное, поэтому можно сказать, девушка здесь не виновата, поскольку она имеет право одеваться как хочет. В зависимости, насколько короткая юбка. Если она вызывающая, значит, здесь, мне кажется, нужно понять натуру человека, да, вот психологию мужчины и женщины. Да. Здоровый мужчина все равно будет смотреть на девушку, да, это как бы противоположный пол всегда было и будет интерес к противоположному полу, да. Иногда женщина, иногда мужчины, потому что есть такие девушки, которые слишком коротко одевают, да, вот тогда все внимание идет именно туда, да, к мини-юбкам. Смотреть никто не запрещает, во-первых, а во-вторых, с какой целью смотрят, да, и какие намерения у человека, который смотрит. Любуется, получается эстетическое наслаждение, или у человека появляются какие-то иные темные мысли. Вопрос в этом. Вам нравятся мини-юбки на девушках? Мини-юбки на девушках, наверное, только на своей и только дома. Ну, если девушке нравится, то почему бы и нет? Я как парень скажу, да? А если, например, на вашей девушке будет она надета? Но если на моей девушке, то я бы сказал так. Я бы, честно говоря, как парень, прикрывал бы ее ноги. В моей молодости мы мини-юбки, макси и миди все переносили. И никто нас за это не убивал. Если они слишком короткие, это, мне кажется, уже не очень, в меру так красиво выглядит. Ну, если вот я люблю, то не нравится. А если мне без разницы, то без разницы. Тизеден өйдө кеткен биздин менталитетке туура эмес келет да. Кыз кандай жерде чоңойгонуна да карайт. Бишкекте мисалы көп эле кийишет го дейм. Айылдын кыздары кие беришпейт андай. Когда вы надевали мини-юбку, вы видели, как мужчины на вас сальными глазами смотрят и делают вам комплименты? Да, Это вас раздражает? очень. Это бесит. А вам не страшно? Бывает страшно, если темно, и ты идешь одна. Конечно. Вот когда вы носите мини-юбку, и мужчины смотрят на вас, то как вы себя ощущаете? Неудобно. То есть в плане мне может быть и удобно, но когда они смотрят, это же неудобно. Вот, то есть стесняюсь. Вот, и если это взгляды слишком долгие, то я уже стараюсь меньше носить мини-юбки, чтобы не привлекать столько внимания. Ну, мы не можем сказать, потому что они просто смотрят. Если что-то говорят, то можно послать или еще что-нибудь. Да, когда мне говорят, я начинаю полностью возмущаться, так я просто игнорирую. Вы чувствуете себя безопасно в нашей стране? Нет. Даже если одеть оверсайз, все будут смотреть на себя как на мясо. Да. Мои права не всегда защищаются, так что нет.